сейчас вот, я сейчас перейду так, ну, про Украину, да, что там происходит, что там Путин пытается сделать. Он сейчас обвиняет там НАТО, там Госдеп, там Украину, саму Украину. Хотя сам виноват в том, что все это развернул вот так, что вторгся на территорию Украины, что начал убивать украинцев. Виноват Путин. И он виноват в сегодняшних событиях, что там вот-вот уже начнется война. На самом деле, вот все страны, вот, включая вот эту страну, Норвегию, они уже объявили норвежцам, чтобы они покинули Украину. То есть это идет к войне. Путин довел все это до войны. Он начал ее. И хвала Аллаху, что люди в мире понимают, кто такой Путин, кто правит Россией. Я ничего плохого в адрес России, я имею в виду, русского народа не говорю, или россиян не говорю. Нет, я им желаю всегда мира. Вот именно Путин виноват, что он будет посылать их сыновей туда, в Украину, умирать за свои интересы, не за интересы России, не за интересы России. Как посылал и он, да, и Ельцин умирать российских солдат и офицеров на нашу чеченскую землю. Им все равно, кто погибнет. Им без разницы. Вот кто виновен. Оставьте украинцев в покое, оставьте чеченцев в покое, оставьте других в покое. Живите сами по себе там и устанавливайте свои законы у себя в своей стране. Настолько, насколько позволит вам ваш народ. А я считаю, что народ России должен открыть глаза. Россияне, кто вами правит? Кто виновен во всех этих преступлениях? Вам что, их перечислять? Ладно, я там не говорю сейчас про 300 тысяч чеченцев, убитыми там Ельциным и Путиным. Там, пока об этом не скажу, но просто вспомните взрывов в России, 99-й год. Кто их взрывал? Путин, чтобы прийти к власти, чтобы обвинить чеченцев и начать войну. А вы это проглотили. Призовите Путина к ответу за все его вот эти деяния. Почему россияне должны ехать в какую-то Сирию и умирать там? Почему россиянин должен умирать за личные интересы Путина в Украине? Почему россияне должны умирать на Кавказе? Да хватит уже. Россияне, встаньте и наведите у себя порядок. Ради себя хотя бы. Вот что я хотел бы сказать. А украинцам? Украинцы для нас не только братья по оружию, но и наши братья. И мы вот так давно тесно связаны вместе с украинцами. У нас всегда были хорошие отношения. Я желаю украинцам мира, вот, чтобы был у вас мир и стабильность, чтобы там не было вот таких путинских оккупантов. Буквально недавно я общался с нашими братьями, чеченцами и ингушами, которые стоят вместе с вашими сыновьями в Украине. Вот. Я их лично знаю, общаюсь с ними. И подчеркиваю, что если там что-то еще масштабное будет в Украине, я уверен, что многие чеченцы встанут рядом с вами. Не обращайте внимания на тех российских оккупантов. Там буквально недавно вы видели, как в сторону Украины из Чечни направляются колонны бронетехники. Там. Это не чеченцы, они не наши. Это предатели чеченского народа. Вот. И
я хочу, чтобы украинцы вот отнеслись к этому с пониманием. Мы против всего этого, чтобы чеченцы стали там поехали бы в Украину убивать украинцев ради Путина. Мы против этого. Я противник этого. И я призываю везде, чтобы мы, чеченцы, оказывали любую помощь украинцам. И мы это будем делать, иншаллах, по воле Аллаха. Дай Аллах, чтобы наступил мир в Украине, в других странах и у нас, в моей республике. Я желаю только мира всем. Мне как бы нет разницы, какой религии там люди или национальности. Я всем желаю, даже тем россиянам.